Ростуризм рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Турцию. Это связано с напряженной политической обстановкой в ближневосточном регионе. Из-за того, что турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, некоторые крупные турфирмы уже приостановили продажи путевок в этом направлении. Эту атаку Владимир Путин назвал ударом в спину. В любом случае наши летчики, наш самолет никак не угрожали Турецкой республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ в Северной Латакии, это горная часть, где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. На действия турецких военных мгновенно отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил Турцию в коварстве и выразил уверенность в том, что власти этой страны долго будут сожалеть о произошедшем. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, добрый вечер. Мы все вместе должны заявить нашим врагам, что наше Отечество – мировая держава, что наш национальный лидер Владимир Путин – самый сильный и волевой президент в мире. С Россией лучше дружить, врагов она всегда побеждает. Аллаху Акбар. Москва отказалась проводить российско-турецкий саммит в Санкт-Петербурге, запланированный на декабрь. Ранее стало известно, что Кремль ввел в отношении экономического партнера продовольственные санкции. Помощник председателя правительства Геннадий Онищенко заявляет, что российские граждане должны понимать, купленный на рынке турецкий товар – это вклад в очередную ракету, которая будет стрелять по нашим летчикам. Для России, конечно, это удар, безусловно, но не настолько большой удар, какой это может быть для Турции. Потому что да, ну недополучим мы чего-то там. Туристы поедут, допустим, отдыхать на курорты Краснодарского края там, или в Крым. Импортозамещение можно будет уже притворять в жизнь, что называется, поскольку не будет там каких-то турецких товаров. Вот, но Турция недополучит больших, там, буквально миллиардов, поэтому, опять же, тот же самый Южный поток, который идет через территорию Турции, и те вложения, которые уже сделаны туда, ну, мы всегда можем повернуть его иначе, допустим, Россия, а для Турции это будет означать большое количество, и уже больших денег, затраченных на проектирование, с одной стороны, поскольку резко стало проектировать, с другой стороны, это в перспективе больших денег, недополученных денег за транзит. Действия турецких военных возмутили чеченскую молодежь. Накануне в центре Грозного прошла массовая акция. На площади перед мечетью собрались активисты патриотического движения «Ахмат». Недовольные действиями Анкары пришли на митинг, держа в руках флаги России и Чечни, а также плакаты, осуждающие действия Турции. Молодые люди призвали мировое сообщество объединить свои усилия и поддержать Россию в борьбе с близким государством. Есть такое понятие, как пункт доверия, то есть государству. Турция его потеряла окончательно. И они напугали не только там кого-то, или авиацию, или еще кого-то. Дело в том, что Турция спит и видит себя Евросоюзом. А европейцы очень тонкие, впечатлительные люди. Для них непонятно, как можно сбить самолет другого государства, тем более, которые воюют с чумой 21 века, с терроризмом, с ИГИЛ. Турция, по мнению политологов, нарушила конфигурацию международных отношений, которые сложились за последние 50 лет. В случае со сбитым бомбардировщиком можно сказать о том, что за этими действиями стоит США. Они союзники Турции в НАТО, что позволяет думать о причастности Америки. Совершенно очевидно, такие вещи не делаются спонтанно. Летчик сам по себе стрелять бы не стал бы. Он должен был быть отправлен с определенным заданием. Он должен был получить приказ высшего командования. Очевидно, что это не только турецкая провокация. За спиной у Турции, очевидно, видится рука Соединенных Штатов Америки. В истории России и Турции было много войн и конфликтов. Очень печальную роль сыграла Турция во время переселения чеченцев на их территории. Какая тяжелая участь постигла наш народ, отображена в произведении чеченского классика Абузара Айдамирова. Ходили слухи, что у многих барок, перевозивших горцев, были заранее пробуравлены днища. Выходя в море, барки тонули, а оставшиеся беспризорными деньги также попадали в карманы чиновничества. Царское правительство из-за военно-стратегических соображений стремилось очистить край от свободолюбивых, воинственных, непокорных горцев для его более широкой колонизации. Порта же хотела привлечь горцев в Турцию, чтобы впоследствии использовать их при подавлении национально-освободительного движения внутри самой Оттоманской империи, а также в случае военных действий против России. Инцидент с самолетом вызывает беспокойство во всем мире. Оценки действиям Турции дают разные, в зависимости от степени политической ангажированности тех, кто их дает. Анализ в социальных сетях показал, что турецкий народ не поддерживает действия своих властей и выступает за продолжение дружественных отношений с Россией. Елена Черенкова, Земфира Лулаева, Дауд Куруев. Новости.